сожалению, стереотипы, они работают в массовом сознании очень активно, и чем они мрачнее, чем они отрицательнее, тем они легче усваиваются сознанием обывателя. Но когда, и такая работа, конечно же, она проводилась и в Египте, потому что это, в принципе, цивилизованная страна, имеющая громадную культуру, громадную историю великую, да, которая вбирает в себя, скажем, это синтез двух древнейших культур, древнеегипетской, да, и древнеарабской, исламской культуры. И вообще Египет – это страна моего сердца, я очень люблю эту страну, люблю этот народ. И вы знаете, даже там западными СМИ отдельными была проведена соответствующая, видимо, работа, что потом уже и игроки, и люди, которые сопровождали команду, были очень удивлены тем, что они увидели буквально с трапа самолета, когда там уже в восхитительных тонах они отзывались уже о самом аэропорте, о том, как их принимали, о тех достопримечательностях, которые они начали, так сказать, созерцать. Вот. Потом они увидели, до этого, хочу предупредить, был уважаемый посол Арабской Республики Египет в Российской Федерации господин Ихаб Насер и его пресс-советник Айман Муса. Они сами во всем убедились, что выбор этот сделан правильно. И главную роль в этом играла далеко не Чеченская Республика в выборе. Чеченская Республика предоставила все, что у нее есть. И объективно это подошло и по регламенту ФИФА, и по всем остальным условиям это подходило. Поэтому выбор пал на Чеченскую Республику, и сборная Египта по футболу во главе со своим легендарным героем, скажем так, по-другому Мухаммада Салаха у нас не называют настоящим героем, который стал героем не только футбольного, но уже и всего мусульманского мира. Да, и убедившись в том, что действительно условия эти созданы, была дана, наверное, последняя отмашка, как я понимаю, и уже с 10 июня сборная Египта базировалась в шикарном отеле, в таком, знаете, в таких арабесках, так сказать, который сиял на солнце своими разноцветными, так сказать, тонами. Вот. И особенно понравились условия отеля, понравился сам стадион Ахмат-Арена, который находился в 3 минутах ходьбы от отеля The Local. Вот. И, в общем-то, отзывы были самые-самые наилучшие, и мы в грязь лицом не ударили, ну и, разумеется, не подвели свою страну.